Конструировать свою реальность. В эти выходные в столице республики прошел форум разработчиков «Хакатон-2016». Всего приняли участие 60 человек. За 2 дня и 1 ночь 16 команд выставили на суд экспертов свои разработки. Какие новинки представили якутские айтишники и что сейчас в тренде, узнавала Александра Хлопкова. Хакатон с английского переводится как «хакер» и «марафон», то есть это своеобразный форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей программного обеспечения сообща работают над решением какой-либо проблемы. Но в данном случае на площадке якутского хакатона не решали проблемы, а создавали виртуальную реальность. За 2 дня их цель сделать какой-то продукт, то есть с нуля написать код, дизайн и сделать готовый продукт, прототип, который уже работает. То есть если в обычной жизни там проекты они занимают очень долгое время, да, то именно цель хакатонов, чтобы за 2 дня сделали готовый продукт. Школьники-девятиклассники – самые молодые участники хакатона. Они представили уже готовую разработку игры в прятки. На создание по условиям мероприятия ушло примерно 1 ночь и 1 день. Это прототип, который уже перенесен на телефон. Он еще в более ранней стадии, чем у нас есть. Мы его еще не принесли просто. Это лабиринты, да? Ага, пока что просто лабиринт. Тут есть пока 1 игрок, но в нашей уже готовой, более развитой версии уже более-менее все остальное реализовано. Сказать, что школьники-новички в этой реалии, неправда. Ведь каждый уже заглянул в будущее и расширил человеческие возможности, создав виртуальные приложения и даже разработав коммерческие сайты. Примерно к сентябрю следующего года планируем выпустить какой-то более крупный проект, то есть уже более качественно сделанный и, как сказать, уже более профессиональной основе. Сейчас это как бы баловство, а дальше уже будет хорошее что-то. Очень интересный опыт для нас, для школьников, потому что мы здесь встречаемся с новыми людьми и узнаем очень много нового и набираемся очень полезного опыта для нас, который в будущем поможет нам достичь более высоких. По словам экспертов, к сожалению, якутских айтишников интересуют только игры. Во всем мире денежные новинки крутятся вокруг приложений для удобства и различных мессенджеров. Есть тенденции, которые я, по крайней мере, лично замечал, да, что очень популярны мессенджеры и всяческая автоматизация вокруг этих мессенджеров. То есть это боты, например, да, это интеграция мессенджеров с какими-то платформами другими. Вот здесь я ни одного такого проекта не увидел. И меня это немного удивило, потому что в Якутске прям зашкаливает популярность WhatsApp, например, да? В рамках хакатона эксперты оказали разработчикам помощь в написании кодов и позиционировании приложений. Кстати, многие двухдневные работы вполне могут претендовать на айтишный рынок. Я в прошлый раз тоже участвовал в хакатоне. В прошлый раз более такая разнузданная была атмосфера. То есть все веселились, все писали, что хотели. А сейчас как-то пришли и услышали, что будет много больших гостей. И решили постараться сегодня показать презентацию. Соперничество есть? Да, небольшое присутствует. И прямо сегодня столько проектов по виртуальной реальности и дополненной реальности, что кажется, что уже скоро все только этим будут заниматься. Виртуальная и дополненная реальность – одни из главных на сегодня трендов в IT. Технологии, которые еще недавно казались фантастикой, сейчас становятся частью повседневной жизни. А подобного рода хакатоны помогают реализовать самые смелые идеи и создавать виртуальные миры. Ведь IT – это давно уже не игра, а настоящий бизнес. Александра Хлопкова, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.